В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нургуяна Иванова. И в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Международный форум IT и кибербезопасности «Айсберг» состоится в Якутске с 16 по 18 августа. Мероприятие проводится во второй раз, но столица республики принимает его впервые. В нем примут участие более 200 специалистов из Якутии и около 30 экспертов международного уровня. Ростелеком, Huawei, Epson, Group IB, Checkpoint, Доктор Веб, лаборатория Касперского и другие. Это первый крупнейший форум, организованный в Якутии специально для технических специалистов. Все информационные лекции и дискуссии форума будут направлены на решение конкретных проблем, обсуждение современных трендов в области кибербезопасности, рассказал организатор форума, генеральный директор Аватек Антон Ломакин. Первый день форума участники и эксперты обсудят развитие технологических тенденций IT и кибербезопасности, практические проблемы и пути их решения в экономически важных отраслях. Во второй и третий день форума пройдет форсайт-сессия развития цифровой экономики в Якутии до 2032 года. По результатам форсайт-сессии специалисты разработают дорожную карту развития цифровой экономики республики. Алроса поможет молодым специалистам из Мирного, Удачного и Айхала реализовать перспективные проекты. Алмазодобывающая компания объявила о старте корпоративной целевой программы «Потенциал Алроса». Она предназначена для молодых специалистов и призвана дать импульс инновационной и рационализаторской деятельности, сформировать в компании инженерный и научный молодежный кадровый резерв. Принять участие в программе могут специалисты Алросы в возрасте до 30 лет включительно, проработавшие в компании не менее года и прошедшие многоуровневый конкурсный отбор. В первую группу уже вошли 29 человек из Мирного, Москвы, Айхала и Удачного. В ближайшие несколько месяцев их ждет серия образовательных семинаров и тренингов. А в январе 2019 года состоится научно-техническая конференция, где участники программы представят топ-менеджменту Алроса разработанные за время обучения проекты, призванные повысить эффективность работы компании. Рецепт побед самых успешных компаний – это интенсивный поиск и поддержка наиболее перспективных сотрудников, создание благоприятных условий для их самореализации. Именно на это нацелена программа «Потенциал Алроса» для нашей компании, которая сейчас проходит этап трансформации и перед которой стоит много амбициозных задач. Такая программа особенно актуальна. Мы ждем от ее участников ярких перспективных идей, которые мы поможем им воплотить в жизнь, отметил генеральный директор Алроса Сергей Иванов. Алроса провела первый за много лет бриллиантовый тендер в Нью-Йорке. На торгах было реализовано 111 камней стандартного цветового ряда общей массой 308,97 карата. Суммарная выручка от продаж составила $1,5 миллиона. В тендере приняли участие компании из крупнейших центров алмазно-бриллиантовой торговли, включая Бельгию, Индию, Израиль и США. В Нью-Йорк мы привезли бриллиантовую продукцию разнообразных форм огранки весом от 2 до 6 каратов. Мы были рады видеть большой интерес со стороны американских покупателей, особенно учитывая тот факт, что это наши первые торги в США после длительного перерыва. Нам также удалось привлечь новых клиентов, и мы надеемся провести еще один тендер до конца этого года, куда привезем более интересный ассортимент. Прокомментировал итоги тендера директор филиала «Бриллианты Алроса» Павел Винихин. Офис Алроса в Нью-Йорке был открыт в 2006 году, однако с 2016 года практически не вел деятельность в силу организационных причин. Его работа возобновилась весной этого года. Торговые офисы Алроса также находятся в основных мировых центрах алмазной торговли – Антверпене, Гонконге, Дубае. Кроме этого, функционирует представительство в Мумбаи. Центры оказания услуг для субъектов предпринимательства создадут в Якутии. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев. Создание центров оказания услуг должно повысить качество и доступность предоставляемых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, снизить административные барьеры, возникающие при взаимодействии с органами государственной власти. В Якутии окажут содействие добровольному переселению 100 соотечественникам в 2018 и 2019 годах в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российской Федерации соотечественников, проживающих за рубежом. В приоритетном порядке будут привлекаться квалифицированные специалисты, востребованные на республиканском рынке труда.
Одними из основных критериев отбора участников государственной программы являются наличие высшего или среднего профессионального образования, рабочей специальности с высокой квалификацией, свободных рабочих мест, сообщил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Денис Белозеров. В Якутии разработаны два направления переселения участников госпрограммы, исходя из потребностей экономики Якутии по обеспечению квалифицированными кадрами арктических и промышленных районов. Среди арктических улусов – Алайховский, Анабарский, Нижнеколымский, Булунский, Устьянский. Среди промышленных – Алданский, Ленский, Мирнинский и Нерюнгринский. Соотечественникам будут оказаны дополнительные меры социальной поддержки за счет средств госбюджета Якутии. Ставки, кредиты, продажи. Третий день молодежного образовательного форума «Синергия Севера» для участников направления «Ты предприниматель» начался с деловой игры «Начни и совершенствуй свой бизнес». У участников есть возможность проявить себя в качестве предпринимателя. Во время игры всегда появляются недобросовестные поставщики и покупатели. То, что происходит в реальной жизни за месяц, в игре может произойти за 1-2 часа. Такие игры полезны для тех, кто еще не в бизнесе, но планирует открыть свое дело, поделилась руководитель бизнес-школы Наталья Харенко. Каждая из 5 команд сама прогнозирует, какой объем материала закупить, какое производство открыть и сколько прибыли сможет принести предпринимательская деятельность. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.